Расскажите поподробнее, уже с понедельника стартует кампания вступительная для выпускников из Крыма. Что нужно им знать для того, чтобы поступить в вузы материковые? Ну, во-первых, количество. Мы имеем на сегодняшний день 35 вузов 3-4 категории и более 60 вузов 1 и 2 категории. Это колледжи, техникумы, то есть те, которые тоже дают образование. После этого необходимо просто решить, куда вы планируете поступать. Для поступления необходимо только документ, который подтверждает вашу личность. Это может быть паспорт, сейчас IT-карточка. Вы приезжаете, выбираете специальность и поступаете. Единственное, что вам необходимо принять решение, куда вы будете поступать. Потому что в отличие от абитуриентов, которые находятся на материковой Украине, у вас, к сожалению, есть только один шанс поступить именно на бюджет. Хотя я вам хотел бы обратить внимание на то, что даже если вы не пройдете вот этот мини-конкурс между поступающими абитуриентами, вы можете поступить на так называемую коммерцию, и после этого вуз подает заявку в Министерство образования, и вы снова вас переводят на бюджет. То есть по результатам прошлого года мы знаем, что все студенты, которые поступали по данной системе, поступили в украинские вузы. С какими трудностями уже, вы знаете, столкнутся в первую очередь наши абитуриенты и к чему им готовиться? Ну, во-первых, это непосредственно сам процесс поступления, потому что количество лет, которое уже проходит на оккупированной территории, оно увеличивается, и необходимо будет сдать 2 экзамена. Первый экзамен – это украинский язык, и второй экзамен – история Украины. Хотел бы обратить ваше внимание, что украинская система образования не имеет отрицательной оценки. Даже оценка 3 или 2 это является положительной оценкой. И с данной оценкой вы можете получить и аттестат, и поступать в вуз. Единственное, что вам необходимо будет все-таки принимать участие в конкурсе, если будет несколько мест. Второе – это проживание, которое необходимо. То же самое необходимо решить. В скором времени мы предоставим информацию о стоимости, но вы можете посмотреть. Стоимость проживания, которая была в прошлом году, она не сильно изменилась. Мы делали аналитический обзор по всем вузам, которые есть, и вы можете то же самое вместе с родителями поселиться в общежитиях. Стоимость колеблется от 0 гривен до более высоких цен. Вам необходимо будет решать данные вопросы. И следующий вопрос – это даты. Необходимо помнить о том, что поступление возможно только с 10 июля. До 19 июля. Хотя документы и получение консультации возможны вот именно с понедельника. Но сам процесс сдачи экзаменов, вот он ограничен буквально несколькими днями. И вам необходимо решить данные вопросы уже сейчас. Есть ли возможность подтянуть, скажем так, знания по украинскому, по истории Украины у крымчан, ну, поскольку в Крыму, допустим, таких условий у них нет, и проблемы со знанием языка наверняка? Да, есть. Во-первых, это многочисленные дистанционные курсы, которые абсолютно бесплатны и которые вы можете на сегодняшний день спокойно заходить и обучаться. Например, Эдера имеет курс по украинскому языку, который даже сертифицирован Министерством образования. Ряд еще других вузов имеет и программ имеют то же самое дистанционное образование. Кроме этого, ряд консультаций, которые будут проводить в образовательных центрах и в школах, где вы можете сдавать, то же самое окажут вам очень серьезную помощь. Поэтому, если вы даже сейчас пройдете дистанционные курсы, которые вам существенно помогут. Кроме этого, курсы подготовки к ЗНО, они также само готовят для того, чтобы вы получили необходимые знания для поступления в данные вузы. Все зависит в основном только от вас. Ваше желание, а Украина делает уже все возможные шаги на сегодняшний день, которые приблизят вас к украинские вузы. Если говорить о выборе, ну, нет ли какого-то ущемления, скажем так, по качеству образования, которое представляют эти центры? Достаточно ли там рейтинговые вузы и какие специальности там можно получать?
Значит, практически получить можно все специальности, которые есть. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения и Министерство культуры так и не смогли открыть свои вузы, есть возможность поступить на 2 вуза на медицинские специальности, но с культурой пока немного проблема. А по поводу рейтинга, ну давайте мы посмотрим. Одесская Национальная юридическая академия, Львовский политехнический институт, Киевский экономический университет Гетмана, Херсонская мореходка, Одесская мореходка. Практически все топовые вузы юга Украины и вообще Украины, они как раз попадают в данные перечень 35 вузов. Ну, например, Одесский университет харчевой промысловости имеет даже факультет подготовки специалистов по компьютерным технологиям, работать с базами, даже вплоть до того, что частично возможно это подготовки по разработчикам компьютерных игр. То есть громадные возможности, вам необходимо только зайти, посмотреть, выбрать, получить консультацию, я бы вам рекомендовал. Большинство вузов имеют Viber, вы можете с ними провести консультацию и после этого уже поступать. А медицинская, например, специальность, можно ли выучиться на хирурга? Да, это Черногорский, Николаевский вуз и Херсонский университет имеют факультеты медицинские. То есть вы можете поступить именно сюда, потом, если вас что-то не устроит, перевестись в один из медицинских вузов Украины. То есть, пожалуйста, даже такой шанс есть. Ну и мы все-таки планируем в этом году направить все усилия для того, чтобы и медицинские, и культурологические вузы тоже предоставили такую возможность. Достаточно ли эффективно эта информация распространяется? Знают ли о ней крымчане? Вот какие есть источники информации, через которые можно об этом узнавать? К сожалению, нет. Вот именно здесь очень серьезный прокол государства, которое не ведет серьезной информационной политики. Министерство образования отдало это на откуп общественным организациям, Министерство информации что-то делает и Министерство с оккупированных территорий, но этого недостаточно. Например, когда в прошлом году мы поставили громадные баннеры на переходах, количество обращений увеличилось в десятки раз. Я бы хотел подтвердить, вот Дарина, которая выступала, только что ее слова о том, что информация слабо заходит в Крым. Но постепенно количество детей, которые об этом узнают, оно возрастает количество обращений, и здесь необходимо приложить все усилия. Хотел бы поблагодарить и ваш канал, который вот за последний буквально месяц 2 раза делает уже такую программу, которая доносит информацию, и думаю, мы будем тоже наращивать данные усилия.